А давайте спросим, у нас есть вот гражданин России Николай Полозов здесь, защитник политзаключенных. Давайте послушаем его мнение. Потому что мы о России говорим, о стране, которая непосредственно... Ну, что касается меня, я свой гражданский долг выполнил, и я не стал участвовать в этих выборах в качестве избирателя. Во-первых, в знак солидарности с крымско-татарским народом, который в условиях незаконной оккупации находит все силы сопротивляться вот таким гражданским путем. Что касается последствий этих выборов, мы видели, что 1,5 года назад прошли выборы в Госдуму, в том числе они проходили и в оккупированном Крыму. Мировое сообщество не приняло ни одного избранного в Крыму депутата, хотя пытались их протолкнуть и в делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы россияне. Закончилось это тем, что делегация России вообще была изгнана из ПАСЕ. Таким образом, мир не признает выборы Путина на территории оккупированного Крыма. И я не исключаю, что это повлечет за собой дальнейшую изоляцию Российской Федерации от мирового сообщества. Это повлечет в перспективе вот этого 6-летнего срока предстоящего выход из Совета Европы со всеми веселыми последствиями в виде отмены моратория на смертную казнь. Фактически это повлечет дальнейшее превращение России в концлагерь путинского режима. Но в конечном счете это же и истощит возможности режима, поскольку те ресурсы, которые находятся на Западе, вывезены из России, те, по разным оценкам, триллион или 2 триллиона долларов, которые были вывезены за тучные годы, они уже будут недоступны тем, кто оперирует этими средствами. И я согласен с тезисом, что, по всей видимости, это выборы, по крайней мере для Путина, будут последние. Другой вопрос, продлит он себе потом полномочия в качестве уже императора или закончит как один из российских императоров.